Сегодняшние игровые баталии, потому что встречаются интересные команды, интересные игры нас с вами будут ожидать. И игра за 3-е место уже вот-вот у нас, дорогие друзья, стартует. И будем вынуждены мы с вами последние 2 встречи посмотреть. Этим самым верим в то, что матчи сегодня не подведут, они будут очень интересными. И наши все зрительские ожидания непосредственно оправдаются. Это очень важная игра для команды Иназумы, так и для команды Бромвич. Как вы знаете, команда себя проявила достаточно неплохо в предыдущих встречах. И, собственно, уже играли неплохие матчи между собой. Так что есть даже очные встречи. 2 ничьи и 1 победа в составе команды Бромвич имеет. Как вы видите, у команды Иназума у нас вновь все те же лица. Начнет у нас 3 на 3 Родион Янгинов. Вместе с ним будет начинать Шерали Пайзиев. И в воротах у нас играет сегодня все тот же незаменимый Гульджигит Джумабаев. Хотят, наверное, игроки Бромвича до конца сдержать эту атаку. Вот удар, и Гульджигит Джумабаев доказывал год за годом то, что это для него достаточно простые мишени. Мети с Санджмастером должны были разыграть, и звучит свисток. 0-0 у нас по итогам игры 3 на 3. В деле мы Айлчиева увидим. Отсутствует вновь Тима Левша в составе Иназумы. Родион сам прорывается, Янгинов здорово проходит, здесь его придерживают, но сам, как сейчас, бульдозер проходит Родион Янгинов, и здесь желтая карточка сразу достается Бахтияру Сайбекову, достаточно грубо он сыграл. Посмотрим, что Родион в этой ситуации придумает. Бьет, нет, разыгрывает. Пайзиев, долго-долго решение принимает Шерали Пайзиев, и еще один стандарт для команды Иназума. Пока по первым минутам видно то, что именно Иназума больше настроен на эту игру. Хороший розыгрыш, но не точно. Но здесь арбитром, конечно же, немного виднее получится. И вот атака у команды Бромвич. Джумабаев выходит, предел ворот покинул. И вот еще один момент для Санджара Асхарова. И вновь удар можно сказать, дирижирует. А вот здесь затяжной свисток, друзья. Этим самым первый тайм за 3-е место между командами Бромвич и Иназума завершается со счетом 0-0. И браво, здесь заработал. В любом случае, какое бы решение не было принято, его зарабатывает здесь стандарт Баят Базаров. Это, конечно же, просто потрясающий показатель. И Родион будет сам разыгрывать. Есть розыгрыш, но здесь к этому мячу не успел, друзья. Через Пайзиева, Шерали Пайзиев. Что придумает Пайзиев? И Осман бьет, друзья! Вот это гол! Потрясающее исполнение. Осман Ташер. И это непосредственно будет удар. Пробил. Неплохо. Следим за розыгрышем. Родион Янгинов. Будет ли пробивать Родион? Продлил дальше. Айлчиев пробил высоко. По левому флангу развивается атака. И вот удар вновь Гульджигит Джумабаев. Второй темп может получиться. Удар есть и выше ворот. Но оставляют теперь, вынуждены за собой оставлять это пространство. Родион бьет Янгиров. 2-0, друзья. 2-0. И, скорее всего, точка в этой встрече поставлена. Итак, медиакарточка от команды Бромвич. Вы знаете, это у нас Булит с миди-игроками. И вот Хубаншбек Хурманбеков тем временем сам идет. Хубаншбек что же придумает. И Хубаншбек почти что прошел. Джумабаев против него. И вот долго сократил уже максимально Гульджигит. И гол! Гол, друзья, все-таки забил. Здорово. Интрига жива. Кубаншбек Хурманбеков момент свой реализовывает. Так, друзья, надо поскорее начинать. Времени и так очень мало. И вот пенальти. И вот тем временем
Аджибек Ханыбеков. Разбегается Аджибек, бьет Ханыбеков. И, друзья, делается счет 3-0. Так как гол отменили, у нас 3-0. И Иназума таким вот образом делает счет 3-0. Это тоже очень хорошее качество. Это есть хорошая подготовка. Родион Янгиров. И вот гол. И вот, друзья, еще один мяч в воротах. Здесь вытащил Гульджигит Джумабаев. И, друзья, команда Иназума у нас занимает 3-е место медиафутбольной лиги.